Ингушских борцов вольного стиля в зале прилета встречают все неравнодушные к спортивным достижениям региона. Среди них обладатель золотой медали, победитель первенства России Адам Цалоев из селения Майское. Борец в подмосковном Наро-Фоминске провел 5 схваток с оппонентами из Северной Осетии, Чечни и финальный с атлетом из Дагестана, которого превзошел со счетом 2-1. О преодоленных поединках говорит скромно и неохотно. Во всем слушался тренеров, признает и самый неприятный для него момент на первенстве. Самая тяжелая схватка – это бороться со своим братом. Самая тяжелая схватка вот это. А вот если мы в разных подгруппах были бы, и мы, наверное, в финале встретились бы. Оба соперника – борцы из Ингушетии. Адам Цалоев против Ислама Картоева. Первая, вторая и третья минуты поединка проходят без каких-либо инициатив. Нападать друг на друга не торопятся. Судья выносит предупреждение, требуя активности. Это спорт, и здесь нужно бороться. Это поняли и наши земляки. Ислам Картоев в конечном итоге уступил Адаму со счетом 0-2. Ислам такое поражение не считает досадным, а наоборот рад своей бронзовой медали. И, кстати, мастер-класс он сумел показать остальным противникам. В общем, схватка раз и ахрас вышится целую бабули тавашхита по полуфинале. С халчал финал и даху за третьего и ахрас. В общем, схватка раз и ахрас. С России халиш молодежная отборочная. Тяхта шудуса дуса, я говорю, яхка возустер. Тягачила, да, тягичу газ, износ через полгода примерно зухашная, тягичу газ отбор на Европу, на мир России, да, Вторую по счету бронзовую медаль на первенстве завоевал и Магомед Евлоев, уступив в 1/8 финала одному сопернику. Он одержал чистую победу над соперниками из Дагестана и Северной Осетии. Наш регион отстаивали 5 спортсменов. По итогам выступления в активе ингушской сборной 1 золото и 2 бронзы. Все призеры – борцы клуба «Кушт». Добились хороших результатов. У нас раньше таких, мы знаем, таких результатов у нас и не было. Даже и не представлялись, а сейчас, по воле Всевышнего, при поддержке и под руководством, под ответственностью Мусая Магомеда мы начали работу, и сейчас, как вы сами видите, добились этого результата. До 23 один чемпион, золото и 74 и 86 килограмм, двое взяли 3-е место. Я искренне желаю всем, всей нашей республике удачи, успехов. А остальное, я думаю, как говорится, пусть это изнурительный, но благородный труд даст нам объективные хорошие результаты. Следует отметить, что Наро-Фоминское первенство стало ключевым моментом в отборе для формирования национальной сборной на первенство мира по вольной борьбе, которая пройдет в Белграде с 1 по 7 ноября текущего года, где, несомненно, примет участие и Адам Цалоев. К слову, его спортивный потенциал еще в юном возрасте успел разглядеть его первый тренер. В 1995 году ко мне Аваху обратился и сказал, что борьба мальчиками. И благодаря этой Аваху мы открыли зал, ремонт делали, все сделали, он деньги запустил. И набор начал делать. И через 2-3 месяца, когда все ребята собрались, там человек, честно говоря, дух Береждар, где-то 100 чем-то человек было, 3 группы. И так, я смотрю, характер у него такой. Я сказал им всем, Бережка, результат нам даст бабуля. Успех наших вольников – показатель большого потенциала всей ингушской школы спортивной борьбы. Их победа – результат планомерной и кропотливой работы вице-президента Федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомеда Мусаева, тренера штаба и совместная работа Федерации с Министерством спорта Республики Ингушетии. Микаил Тангиев, Адам Бережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.